В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Мат и оскорбления в соцсетях могут привести к серьезному штрафу. Новые требования для пользователей интернета вступают в силу в России. Работы продолжаются. Ремонт на Нерюнгринской ГРЭС планируют завершить ближайшей ночью. Сетифермерство набирает популярность среди якутян. Жительница Якутска выращивает зелень прямо у себя дома. Ремонт на Нерюнгринской ГРЭС планируют завершить ближе к ночи сегодня. Работы на данный момент ведутся. Завершить их планируют к 23:00 по местному времени, сообщили в ЕДДС района. Напомним, 28 января на Нерюнгринской ГРЭС произошло аварийное отключение 2 энергоблоков. Причиной технологического нарушения назвали свищ в котлах. Первый энергоблок ввели в работу утром 30 января. Более 18 тысяч якутян получили вакцину от COVID-19, в том числе за минувшие сутки 775 человек. По информации регионального оперштаба, вакцинация проводится в Якутске и в 31 районе республики. Больше всего человек получили прививку в Якутске – 7 тысяч граждан. Среди районов активнее других вакцину ставят в Алданском, Аймеконском и Среднеколымском. Меньше всего провакцинировано жителей Кобяйского, Верхоянского, Горного, Усть-Алданского и Татинского районов. Тем временем в Чукурдахе первыми вакцинацию от COVID-19 прошли медработники. Накануне вечером рейс из Якутска доставил в Алаиховский УЛУС вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Через некоторое время первыми получили прививку медицинские работники. Между тем, 121 новый случай заражения коронавирусом выявили в регионе за минувшие сутки. В Якутске заболели 38 человек. Чуть меньше, но практически как в столице, ситуация с заражением в Мирнинском районе. Там выявили 34 новых случая. 12 человек выявили в Тампонском районе, 8 в Нерюнгринском, 7 в Алданском, по 5 в Вилюйском и Эмиконском. Еще в 6 районах от 1 до 4 случаев заболевания COVID-19. В карты учета медосмотра или диспансеризации будут записывать результаты исследований и осмотров. Попадут в карту и выявленные факторы риска, а также другие патологические состояния и заболевания. Порядок заполнения и введения карт учета определен в приказе Минздрава, который вступил в силу сегодня. Такие карты заводят на каждого пациента, пришедшего на диспансеризацию. Помимо персональных данных, из них можно узнать его отношение к льготной категории, например, если он инвалид или ветеран войны. В ходе диспансеризации пациент должен посетить терапевта, офтальмолога, онколога, а также проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти флюорографию, электрокардиограмму, гастроскопию. Женщинам также положено посетить гинеколога и пройти маммографию. Отныне за мат и оскорбления людей в соцсетях будут карать штрафом. С 1 февраля по всей стране вступают в силу новые требования для пользователей интернета. Так, социальные сети будут обязаны блокировать размещенные пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат. Как пояснили авторы, к противозаконным будут относиться материалы, содержащие информацию о наркотиках, детской порнографии, за призывы к самоубийству и за явное неуважение к обществу и государству. Также к ненормативному контенту отнесут призывы к массовым беспорядкам. За нарушение администрации интернет-ресурса грозит серьезный штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Участники автопробега по маршруту прокладки волоконно-оптической линии связи стартовали сегодня из Нижнего Бестяха. Напомним, 9 участников экспедиции прибыли ранее из Перми. Автопробег включает в себя около 12 тысяч километров. Маршрут пролегает через территории 8 районов республики. Напомним, строительство ВОЛС НПО «Импульс» ведет в Якутии за счет собственных инвестиционных средств, а Мининновации региона предоставляет помощь в организации работ и решении административных вопросов. В настоящее время компания проводит работы на территории Аймеконского района. В этом году к ВОЛС будет подключен единственный оставшийся населенный пункт района – село Терют.
Имя ветерана боевых действий, полковника милиции, награжденного орденом Мужества Сергея Черных торжественно присвоили столичной школе номер 16. На линейке собрались администрация школы, члены школьного военно-патриотического клуба «Отечество», соратники, коллеги, друзья и дочери полковника. Они возложили цветы и почтили память командира минутой молчания. Напомним, Сергей Георгиевич Черных трагически погиб ровно год назад во время пожара в Якутске. Он был председателем регионального отделения ДСАФ России по Якутии, возглавлял Совет ветеранов территориального управления Росгвардии. Своим примером показывал молодежи, как любить свое дело и отчизну. Это инициатива директора, именно потому что она считала и считает, что этот человек достоин не только, чтобы его память осталась, а название школы, чтобы дети знали. Именно есть такое понятие – равняться. Вот на него можно, есть на кого действительно. Сити-фермерство набирает популярность среди якутян. Так, молодой предприниматель Наталья Мир выращивает ростки полезных овощей у себя дома. Говорит, это не только бизнес, но и приятное времяпрепровождение. С ней встретилась и расспросила подробнее о сити-фермерстве Ульяна Шагина. Смоченный жутовый коврик, вода обязательно. Сити-фермерство начинается со смоченного в обычной фильтрованной воде джутового коврика. Он заменяет почву и позволяет вырастить семена микрозелени в экологически чистых условиях. Сити-фермерство в Якутии – уникальный вид деятельности. Удивительно наблюдать за домашней теплицей, когда на улице минус 50. В принципе, городское сити-фермерство, оно может быть и на подоконнике. То есть это люди, которые выращивают у себя в квартире именно пищу, растения, например, салаты, огурцы, помидоры и так далее, для своей семьи, для себя. Молодая зелень – это, конечно же, не только вкус, оно еще и полезно. Это не какие-нибудь там заморские травы, которые привозят нам издалека. Это обычный вкус детства, который знаком нам еще с бабушкиной дачи. Здесь выращивается около 15 видов различных растений. Среди них молодой горошек, подсолнечник, горчица, редис, разные виды капусты, ну и многое другое. Зарабатывать на выращивании и поставках микрозелени Наталья начала год назад. Ухаживать за микрозеленью, как оказалось, очень просто. Благодаря полученной от государства поддержке удалось приобрести гроу-тент – специальную закрытую мини-теплицу, в которой выдерживается определенная температура, влажность и автоматический полив 3 раза в сутки. Я прихожу сюда раз в сутки и наблюдаю за ростом растений. Меняю растворы, на которых они растут. Вот, кстати, идет полив, включился. Она у меня поливает себя сама, включает свет сама, но это как бы стандартный стеллаж для выращивания растений. Именно такую зелень используют шеф-повара для украшения изысканных блюд. Вегетарианцы добавляют в смузи, молодые мамы кормят своих детей. Но ученые не перестают рассказывать о ее полезных свойствах. Так, 1 столовая ложка таких ростков покрывает суточную норму витамина С, повышает иммунитет и очищает организм от различных токсинов. В молодых росточках содержится огромное количество витаминов и полезных веществ, которые в легко усваиваемом виде поступают к нам в организм после срезки. Вкус у микрозелени очень приятный, не резкий. К примеру, ростки гороха ничем не отличаются по вкусу от самих горошин и даже бывают насыщеннее. Наталья активно ведет и инстаграм-страницу, где не только рассказывает о своей работе, но и продает зелень своим подписчикам. В планах у молодого предпринимателя не только расширить свое производство, но и в целом популяризировать идею сити-фермерства, чтобы свежие витамины появились в доме каждой якутской хозяйки. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Россиянин установил необычный рекорд, проплыв 100 метров подо льдом без гидрокостюма. Проделал это 40-летний фридайвер Игорь Ажикин в подмосковном Щелково. Достижение зафиксировали представители книги рекордов России, вручившие ему по итогам заплыва подтверждающий сертификат. Заплыв проводился с соблюдением необходимых правил. По всей дистанции во льду были вырублены страховочные майны. Под водой была натянута веревка с разметкой для ориентира. Температура воздуха составляла минус 3 градуса по Цельсию. После окончания рекордного заплыва разгоряченный спортсмен поделился, что практически не готовился к покорению дистанции. Вообще не было никакой подготовки. Ноги в сапоги закинь. Более того, я сейчас не в очень хорошей форме.
Ну, это обычно, как бы, обычная моя форма, подготовка особо не велась, потому что это я и так могу. Если было больше сотни, вот тогда надо было готовиться. Там 150, скажем, на 150. А когда ожидать 150? Ой, не знаю. На следующий год? Вот побьют 100, пойду 120. Побьют 120, пойду 150. Сегодня, 31 января, в Афанасьев день, по древним якутским поверьям, у быка холода отваливается один рог. Есть еще и вторая версия, согласно которой рога притупляются. Это значит, что с этого дня морозы слегка ослабевают. Якуты издревле олицетворяли зиму в образе быка холода. Мифическое животное каждый октябрь выходит из Северного Ледовитого океана в Средний мир и приносит с собой зиму. Его большие ледяные рога символизируют крепкие морозы. Сегодня у быка холода рога притупились, значит, ждем потепления. Встречайте утро вместе с телеканалом «Якутия-24». С понедельника на нашем канале стартует обновленная сетка вещания. Программу «Новый день», которую до этого смотрели на канале НВК «Саха», теперь можно увидеть сразу на 2 региональных телеканалах, но уже с обновленным названием «Утро Якутии». В течение часа наши зрители увидят интересные рубрики, узнают самые актуальные новости региона, страны и мира. Смогут наблюдать за прямыми включениями и за жизнью республики. Ведущими передачи станут Руслан Ачиров, Екатерина Винокурова, Полина Долинская и актер Русского театра Степан Федоренко. Ну, меняется многое, на самом деле, кроме утра, и еще ряд таких специальных проектов, которые, я думаю, отражают в полной мере специфику нашего региона. Это прежде всего такое, ну, не сказать, что шоу на выживание, но рубрика под названием «Испытано на себе», которую будут вести 2 замечательных ребят. Это Руслан Ачиров и Сергей Козюра из Нерюнгри. Ну, наверное, убойной вещью будет воскресное кулинарное мужское гастрономическое шоу, которое называется «Просто вкусно». Ведущий вот Петр Цепандин. Мы уже отписали несколько выпусков, и я уверяю вас, что это будет очень-очень интересно, когда мужчина готовит, прекрасно готовит, вкусно готовит на кухне. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Всего доброго и до свидания.